уақытында қазір істемесе, уақытында қазір тоқтатпаса. Кіріп алып, 90 күннің ішінде бірдеме істей ма деп ойлаймын. Басқа түк емес. Біз қорықпаймыз. Мы иногда говорим, да, этим ребятам, чиновникам Сержи, давайте, я говорю, у вас на двухдневные, трехдневные сборы на полигон, палатки, никто же не пойдет, а половина армии не проходили эти ребята, правильно? Конечно. Когда звоним, просим кого-то положить в больницу, тяжелый больной, ему кому-нибудь коляску нужно. Вы даже трубку не поднимаете, даже на помощь не приходите. Кто придет с оружием, хоть на метр зайдет, мы примем меры. Мы выступим в защиту своей Родины. Вот теперь, значит, сейчас на границе, да, скопление большое, люди прибывают, сами знаете, значит, пограничная служба, комитет безопасности, полностью у них, значит, усиленный вариант, они все на службе. Там, как всегда, идет же все-таки проявлять. Мы почему обращаемся к государству нашему, то есть руководству государства? Возможно, с этими убегающими с России мужской половины к нам могут появиться и деструктивные какие-то силы. Мы же не знаем, их же надо тоже, к примеру, проверять. Это раз. Второе. Появление их, это тоже может экономически повлиять на нашу страну. Только что было сказано о том, что цены поднимаются на квартиры. Это на съем квартиры, на покупку квартиры. Ну и много-много вопросов. То есть получается, наше население, которое находится здесь в Казахстане, потом останется вообще без работы. Вот, значит, цены поднимутся, покупать продукты будет тяжелее. Поэтому афганцы страны нашей, то есть города Астаны, обращаются к руководству страны, чтобы остановить вот это движение, так называемый переезд так называемого граждан Республики Российской Федерации в Казахстан. Должен быть какой-то. Я понимаю, они на 90 дней придут, они будут за это 90 дней, у них закончится, соответственно, те деньги у них. Могут пойти преступления, это ладно преступление, а начнется у местного населения, начнется возмущение, и на этой почве, возможно, произойдет межнациональная рознь, да? Біздің намысты қазақ жас жігіттеріміз ертең солармен қақтығысып не қылса кім қамалады сонда? Біздің жас жігіттеріміз оларда болмасқа сонымен қуып кетеміз сонда? Мен қорқып отырғаным осы өзіміздің артымыздағы ұрпақ қалатынға бүйтіп соларды түрмеден и так қазіргі кешегі Алматыдағыларды шығармай жатырмыз. Ертең жаңағылау мемлекет арасындағылар қайтадан кезіп алатын шығар бірдеңе. А бірақ жас бір түрмеге кіріп шыққан баланың ойы қай жаққа өзгеріп кетеді. Енді олардан тағы не күтеміз? Өзі дұрыс жолға салынып жатқан жерімізде ол жастарымыз қалай қарап кетіп қалады. Мектепке кездесулерге барып тұрмын. Айтсам, мұғалімдер дайындайды ана сұрау беретіндер. Айттым, балдардың өзіне қойып беріңдерші, бір свободный сұрау. Ерсіңдер. Сонда келіп, ата сіздер соғыста болдыңыздар, иә, болдық қой, жаңағы өкімет жіберген жерінде болдық, бәрінде болдық. Енді сіздерге сондай құрмет жоқ, біз не үшін қызметке барамыз? Балам, мынау жер біздікі. Жер ананікі деген қағаз өртесең жоқ болады, ақша өртесең жоқ болады. Мынау жер біздікі. Балам, сен оны жаңа бармайым, қорғамайым деп айтпа. Олар өртенеді, кетеді, ол жоқып кетеді. Әр жер біздікі болып қалады. Балам, сол үшін бару керек. Әке шешең сені туып өсіріп, мына мектеп оқытып, білім беріп, енді қарызды төлеу керек қой кезінде, балам. Әрқайсы осымен болады. Басқашасы болмайды олды. Бізден жаңа қазір ақша жайлы, ана ақшамен келді, қымбаттап кетіп жатыр, баса. Дұрыс, ол да дұрыс біздің балдарға әсері қатты. Бірақ олардың балдардың өзінің тәрбиесін сақтап қалатын нені істеуіміз керек? Соның үшін аналардың жаңа айтып жатқан Талғат оқыды ғой, жаңа біздің мемлекетте. Сол мемлекет өзінің МВД ма, басқа ма, жоғарыдағылар уақытында қазір істемесе, уақытында қазір тоқтатпаса. Біз балдар түрмеден іздейміз. 21 күні Путин выступать етті ғой, мобилизация. Ол сонда айтты, 21 күні айтқанда, мына Россия елінде содан ешқайда шығу болмайды еді, өз елдеріне. Иә. Сөйтіп айтты, точно сөйтіп айтты. Значит, ол мына таможня бәріне де айтылған ғой. Айтылды. Енді
жаппай кіріп жатыр ғой бізге. Енді кіре берсін, әңгіме онда емес. Жоқ, кіре берсін деп айтуға болмайды ғой. Біз кіре берсін демейміз. Иә. Просто кіріп жатқанда, мысалы біздің таможнялар, біздің заң бойынша, Қазақстан заң бойынша 90 күн Қазақстан ішінде жүре алады. Заң бар иә. Қойды орыс болсын, қытай болсын жүре алады. 90 күннен кейін олар тексереді деп, оны шар жібермей право. Заң солай. 90 күн ішінде біздің таможняда біз оларды кіргізбесек, бізге біз қарама-қайшы тұрған сияқты боламыз. Иә, дұрыс. Енді осы заңды пайдаланып, россияндар негізі өздері жібермеу керек бізге. Солай болу керек. Олар жібермеу керек. Мен ойым айтып тұрған, неге олар қазір жіберіп жатыр? Ей, соны жаңа сөз айтып ғой. Күшті машиналармен келіп жатыр дейді. Просто қарапайым емес. Жаңа жас жігіттер бешмешок дейді. Мен ойлап отырмын, жаңа айтып ғой. Бұлардың ішінде деген даже дайындалғандар да болады. Дайындалып келгендер болады. Қытай сөзіңізді білейін. Бағана бұлар кіріп жатыр ғой. Мен ойлап тұрғаным, енді мүмкін қисық болар менге. Бұлар Қазақстанда 90 күн осындай заңы бар деп олар біліп алды да, бұлар кіріп жатыр деп ойлаймын. Неге десең, здоровый жігіттер. Жас балдар емес, соғыстан қашқан бала емес. Бізде 18-де болдық білеміз ғой. Адам қорқып тұрған білінеді. Спокойно жүр, кеше конкретно киінген, кроссовка бәрі нормально, ақша көп. Не олған ақша олар бітпейтін. 400-500-ден квартира снимать етеді. Тоже санап қарсаң, $1000 да ғой. Енді олар басында Украинаға айтты 24 апрельде. Жақсы, 3 күнде басып, 3 күн емес, мейлі, 1 айда басып алған деп айтсын, иә. Енді 90 күн дейтінде тоже бір уақыт қой. Мен ойлаймын. Мында кіріп алып, 90 күннің ішінде бірдеме істей ма деп ойлаймын. Басқа түк емес. Біз қорықпаймыз. Обращаемся к руководству государства. Вы смотрите, у нас проблемы появляются в связи с тем, что люди переезжают сюда. Да, переждут они месяц, 2, 3, уляжется все, они вернутся назад. Мы не против любого человека, который с открытой душой приезжает в нашу республику. Но в связи с их приездом у нас жизнь меняется. Те дома, которые студенты арендовали, чтобы учиться, где-то если платили 100 тысяч, 150 тысяч, теперь в связи с их приездом цены поднялись в 2 раза. Теперь 200-300 тысяч надо платить. А студенты поднимут это? Нет. Это бременем ляжет на кого? На родителей, то есть на нас. Завтра они уедут, но цены-то останутся. Как нам потом жить? Продукты подорожали в 2 раза. Пора, наверное, фиксированные цены делать. Если у руля сидят те люди, которые привыкли, что думают только о своей судьбе, а не о судьбе народа, пора им уступить место другим, молодым. Почему, когда біздің халқымызда таксисттер ақша беріп, это почему? Нет, хороший жизнь. Соншама почти шарпса, когда ол зашмарили. Сол үшін ақша. Они какими-то накоплениями себя сюда пришли, работают, допустим, да, ну нормально все, да? Деньги закончатся, начнутся поиски работы. И сейчас в данный момент тоже, да, у нас у самих там, скажем, да, с рабочими местами дефицит, да, хорошую зарплату не найти, в общем-то, но хоть как-то держатся. Завтра они будут работать уже за копейки. Соответственно, этому упадет цены, да, вот, нас уже не будут брать на работу, скажут, да я лучше того возьму, того меньше платить. То же самое бизнесмен, правильно, да? Он будет их не брать. Когда работы уже в конце концов не будут, соответственно, естественно, начнется что? Воровство. Их как в чем можно их винить? У него дома там съемная квартира, где может шалашик даже уже не сможет съемную хорошую квартиру взять, да? И он начнет, как-то надо, детей кормить надо. Естественно, работу он не может найти, начнется хаос, начнется. Криминал. Это все, да. Эти вот, я считаю, что именно Министерство здравоохранения, болезни, тоже оттуда, кто их контролирует, да. Через границу идут, кто контролирует, какими они болезнями идут. Уважаемые земляки, казахстанцы, государственные служащие, министры, значит, предпосылки по теме сбегают от мобилизации россияне в Казахстан. Здесь личное мнение таково. Во-первых, правительству Казахстана, нашему очень умному правительству, необходимо создать законодательство в соответствии с Конституцией страны нашей, основного закона, следующие правила, нормы и требования по отношению сбежавших со своей страны беженцам от мобилизации. Миграционной службе при заполнении анкет опроса отразить четкой графе цель приезда в Республику Казахстан, где обязательно отмечать должны сбежавшие причину, отказ от мобилизации, тем самым выразить волю гражданина Российской Федерации, отказ от войны в Украине, отказом участвовать в войне братских народов. Обязательно разработать памятку, как себя вести в Казахстане, что необходимо изучать язык страны,
на спецкурсах в течение 14 суток, изучить законодательные акты страны, как себя правильно вести среди людей, в магазине и прочих местах, подобающих цивилизованному гражданину будущие гости. Первые 30 суток нахождения на территории Казахстана есть предпосылки изучать традиции, обычаи, нравы многонационального народа Казахстана обязательно. Почему так задаются уже вопросом многие граждане Казахстана? Казахи, русские, евреи, украинцы, белорусы и другие, которые здесь живут. Необходимостью стабилизации в стране исключить тем самым максимально межнациональный хаос, непонятки, выяснение отношений среди народа в целом, мол, понаехали, бросьте свою страну, Россию, сбежали от мобилизации. Вышеизложенные, значит, личным ведением, значит, есть каждый, заезжает, кем бы он ни был, по статусу беженец, либо гость, обязаны проявлять уважение к канонам нашей страны, великой многонациональной страны, в рамках закона основного Конституции. Потому как мнение мировоззрения народа Казахстана в целом очень сильно изменилось в последние годы независимости по отношению к правительству, чиновникам и прочим неурядицам в стране. К примеру всему, последнее событие января Урохом, ранее казахов, армянские события в Караганде и 1986 год, декабрьские события. Значит, изложены, нельзя позволить раскачивать лодку межнациональных отношений, межэтнических отношений в Казахстане. Никому не позволительно проявлять неуважение к законам нашей страны. 18 лет, когда нас направляли, мы не думали о льготах, Да. о привилегиях и так далее. Но, тем не менее, государство само решило и дало льготы. За что? За то, что люди войну видели, увечья, ранения, контузии, болезни. Поэтому у нас были льготы. А государство Казахстан, Республика Казахстан, потихоньку их отняло. Как после этого не огорчаться? Как не переживать? Любой из них, я не знаю, для государства, может, и не значим, для меня он герой. Любой из них герой. Пускай нет ордена на груди, не дали. Была политика тогда такая, но для меня он герой. Заслуженный герой. Любой из них одинаковый. Мой брат, побратим по оружию. Они заслужили это. И нам хотелось бы, чтобы эти льготы вернули, потому что закон нарушен. Недавно только создали рабочую группу по изменению и поправке закона о ветеранах. Дополнение, да. Да. Где участников было там 37 человек. Меня тоже туда подключили. 4 заседания было. Из 4 заседаний продиктуемого разговора нигде не было. Только все время то отсутствуют депутаты, то министры. Полным составом никогда не были. Для чего вы создавали эту комиссию, мы так и не поняли. Для галочки. Да, недавно объявили, что комиссия закончилась. Теперь каждое министерство будет само думать. Но, что нас огорчает, было предложение подано одной организацией в 10 пунктах. 4 в первый день убрали сразу автоматически, она не рассматривается. Остаток 6 рассматривали. Директор департамента труда и соцзащиты господин Ниязов предложил. Каждая категория, чтобы внесли свои предложения, дополнения и изменения в закон. Мы все внесли. Но их никто не стал рассматривать. На 4-м заседании лично я сам задал вопрос членам комиссии и так далее. Кем не принимаются эти законы и не рассматриваются? Парламентом, президентом или лично вами? На что ответил господин Ниязов, что Министерством труда и соцзащиты. А для чего тогда было огород городить и создавать комиссию? Рабочий. Для ведуху? Ой, рабочую комиссию. Для ведухи? Для галочки? Для галочки. Вот и весь сказ. И такое происходит повседневно. Мы воины-интернационалисты, участники афганской войны, честно, с достоинством и честью исполнили свой воинский, мужской долг. Нас послала наша Родина, Казахская ССР. И мы граждане Казахстана. Мне хотелось бы обратиться к чиновникам и сказать, мы были и есть граждане Казахстана, которые честно
выполнили свой интернациональный долг. Не забывайте об этом. Я хотел бы, почему вам это говорю? Вы сами-то хоть кто-нибудь из вас в армии служил, или ваши дети, или вы. Естественно, я однозначно 90% из вас не то что в армии служить, боже мой, а вы еще что-то хотите. Мы порох нюхали, ребята. Мы иногда говорим, да, этим ребятам, чиновникам, которые сидят же, давайте, я говорю, вас на двухдневные или трехдневные сборы на полигон, палатки, никто же не пойдет, а половина армии не проходили эти ребята, правильно? Конечно. Ауған соғысы ардагерлері мектептерде 80-ші жылдардан бері өзіміздің насихатымызды істеп жұмысымызды жүргізіп жатырмыз, сол военно-патриотический воспитание деп. Бұл дұрыс емес секілді. Ең бірінші тәрбие үйден басталады. Біз үйреніп қалдық. Ыңғайлы жағдайын іздейміз бәрімізде. Өз балаңды алып кетсе алып қалғың деп тұрады. Өз балаң бірдемені былықтырса, соптан қорғап қалғың келеді. Оның бәрі паралыққа апарады. Басқа біреуді кінәлап жіберу өте жеңіл. Қаншама нәрсені айтып отырсақ та, жаңа пана туралы айттық қой. Ол пананы да қарап отырса, ең бірінші заң бойынша ардагерлер ұялатын. Ол өзгеріп кетті. 13-ші жылдан басталды, білмей? 13-ші жылдан басталды. Жаңа айтылды ғой, малый имущий деп. Мен неге малый имущий деп атаймын? Менің бір жерім біреуден кем бе? Мен ана жақтан жарақат алып келдім. Бас ауруы бар, оны ешкім жасыра алмайды. Афганский синдром деген бар. Но ол айтылмайды ғой, мен сол жақтан сондай алып келгеннен кейін мен малый имущий болып қалды деп. Қол аяғым әйтеуір бар. Қолымнан келгенше жұмысымды істеп жатырмын. Басқа жерде істемесем де осы жастарға тәрбие беремін деп істеп жатырмын. В течение 30 лет мы все ждали, да, мы ждали, нам обещали, так называемые наши лидеры, да, обещали, что вот будет закон, мы будем не только лицами приравнены к участникам войны, мы будем участниками войны, да, но в итоге чего? Мы нас, наоборот, на статус понизили, а те льготы, которые мы имели, и их нас практически лишили, да, но осталось хорошо, санаторий у нас остался, да, несчастные 17 тысяч, которые нам дают, да, пособия. Ну что, лекарства там, да, по списку, что есть, да, бесплатное дают. Ну, бесплатный автобус, да, там, проезд на автобусе, проездной билет, да, скажем. Но с этим статусом мы стали социально уязвимыми слоями населения. То есть, как бы в других, ну, жилье, да, допустим. Раньше, если мы имели право внеочередного получения жилья, мы сейчас теперь первоочередное, но в то же время нам дают арендное жилье без права выкупа, да. По поводу нашего закона хочу сказать, что корень зла в товарище Назарбаева Бахтхожа из Мухамбетов, который был спикером парламента, был депутатом, спикером, не знаю, занимал высокие посты при Назарбаеве, да. Выйдя на пенсию, Назарбаев его ставит председателем Республиканского общественного объединения «Ветераны», да, Казахстана. Председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения Организации ветеранов Республики Казахстан. И он бессменно с тех пор сидит. Это миллиардные потоки, которые миллиардами государство выделяет на поддержку этой организации. Вы сейчас все прекрасно знаете, во всех акиматах находится, да, организация «Совет ветеранов». Раньше это назывался Совет ветеранов войны и труда. Сейчас ветераны Великой Отечественной войны нету уже практически, и он постепенно стал Советом ветеранов. Чиновники выходят на пенсию, их туда сажают, они в акимате сидят, получают зарплату, проводят круглые столы, там отмывают эти деньги, которые многомиллиардные, которые на эту республиканскую организацию выделяются. И, соответственно, они нас не подпускают к этому. Они наш Совет ветеранов даже, потому что наши афганцы по 70 лет уже, правильно? Если 70, ну, большинство, к сожалению, не доживают до 60, но тем не менее есть, которых можно было бы включить туда, да, в Совет ветеранов, да, так и чтобы осталось название Совет ветеранов войны там и труда. Нет, там одни чиновники сидят. Те же государственные деньги, те же налоги, которые мы платим, они сидят и проедают. Вот это... На Бахтхожа, как Бахтхожа из Басаров, соратник Назарбаева, да, соратник Назарбаева. Вот он, к нему как к президенту не попасть. Вы что? Попытки, вот даже городские там советы ветеранов обратиться, чтобы включили наших афганцев, нас близко не подпускают. То есть 30 лет нам обещали, мы ждали, пока мы были молодые, полные сил, да. А сейчас в итоге, да, сейчас с нами не считаются, нас вообще не считают.
Мы стали ветеранами боевых действий. Все, нас всего лишили льгот и прочее, прочее. Біздің Афганистанның алды 60-та, алды 70-те, соңы 55-те шығар қазір. Дұрыс па жігіттер? 30 жыл болып күткен үмітіміз бір күнде судай шайылып кетті. Өмір деген тез өтеді, жігіттер. Ну ладно, черт с ним, мы жили в этом 30 лет, жили как человеческие жизни вроде. Когда нам уже возраст 60-70 лет, нам придется немножко туговато, но мы не сдаемся. Мы всегда собираемся, обсуждаемся, собираемся у себя, ребят. Когда у кого день рождения, поздравляет, спасибо нашим руководству. А когда вот праздники, когда у кого-то тяжело человеку, кто-то болеет, когда мы просим хоть немножко помочь, а вы даже вы в телефоне поднимаете. Когда звоним, просим кого-то положить в больницу, тяжелый, больной, ему кому-нибудь коляску нужно. Вы даже трубку не поднимаете, даже на помощь не приходите. Я просто прошу вас, господин Тукаев, Мырза, шамалы елге жұртқа қарау керек шығар деп ойлаймын. Рахмет. Теперь сами подумайте, если государство не обращает внимания на своих ветеранов, кто будет Родину защищать? Сейчас посмотрите, вот сколько рекламных роликов делают, к нам приходили. Мы не хотели лукавить, но тем не менее мы обратились к молодежи, которые сейчас не идут в армию, не хотят идти. В школе всегда до 12 лет все дети хотят в армию, все говорят, пойдем служить, будем солдатами и так далее. С 13 лет ни один поголовно не хочет служить, потому что вопросы возникают. Мы им объясняем, говорим, любите Родину. Вы же пойдете мать защищать. Точно так же и Родину надо защитить. Но дети говорят, нет у меня земли, нет у моего отца земли. Чью землю мы будем защищать? Вот те люди, которые закон выдумали, пускай своих детей отправляют, чтобы защищали. Но это же несправедливо и нечестно. Как я не могу свою Родину? Если эта молодежь не пойдет, придется, если враг завтра придет, нам придется идти. Но как-то, как будто теперь мы остановились на этом, сделали демаркацию. Как она называется-то? И надеемся, что на этом остановилось. Ни один не посягнет. Если кто-то посягнет на эту землю, которая уже обозначена в карте, признанная всеми республиками, если посягнет хоть кто-то, независимо от нации, от страны, мы, ветераны, предупреждаем всех. Мы возьмемся за оружие. Кто придет, независимо, пускай он будет казах, российский, китайский, монгольский, русский, татарин, якут, без разницы, кто придет с оружием, хоть на метр зайдет, мы примем меры. Мы выступим в защиту своей Родины. Чтобы это всегда знали. Независимо от нации, кто себя считает казахстанцем, Родину свою любит, он поднимется по-любому. В первых числах будут вот эти все мои боевые товарищи. Хоть хромой, кривой, но он будет, возьмет в руки оружие. Это мы вам гарантируем.